Здравствуйте, это программа «7 дней плюс» с Тимуром Бекмурзиным. И сегодня у меня в гостях Дамир Зиаддинов. Профайлер, предприниматель, тренер по управленческой борьбе, председатель Татарстанского регионального отделения Федерации управленческой борьбы и даже разработчик первой компьютерной игры по переговорам и профайлингу. На самом деле я продолжать могу долго. Это очень-очень разносторонний человек, с которым мы можем поговорить на разные темы. Дамир, здравствуйте. 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 Когда я подготовку к интервью вел, я посмотрел информацию про вас и обнаружил, что вы человек действительно очень разносторонний, увлекающийся в разных сферах. Я даже иногда, когда смотрел ваши, в том числе и тренинги и так далее, я удивил, это один и тот же человек, который увлекается и кулинарией, и ММА, и в то же время разбирается в таких областях, как станкостроение и так далее и тому подобное. Что дает вам такая широта увлечений и интересов? Вы знаете, я, наверное, так скажу, что с самого раннего детства мне было интересно абсолютно все. Поэтому изучал то, что можно применить в жизни и быть полезным. Это, наверное, даже можно ответить через призму профайлинга, когда человек не может остановиться на исследовании в одной области и заниматься тем, что дает ему такой, знаете, своего рода мозговую нагрузку. Поэтому даже в студенческие годы занимался 6 видами спорта и хотелось еще больше, но уже график, как говорится, 24 часа в сутки уже не позволял. Вот поэтому какое-то одно направление мне было всегда скучно. Это такой, знаете, сегодня мы тоже этот вопрос затронем по поводу профайлинга. Там есть такой один из видов радикалов, типа характера, как называется, шизоид. Это не оскорбление, это тип характера. Это люди-исследователи. Поэтому направление разностороннее мне всегда было интересно. Тем более они все равно более-менее где-то в одной области находятся на данном этапе. Ну, с возрастом понимаю, что надо немножко уже укрупняться, уже распыляться не имеет смысла, да? Ну и, соответственно, сейчас есть направление, которое я остановился, я уже уверен, что это вот мое направление, мое предназначение, и по ним я, как говорится, буду топить и дальше. О профайлинге еще поговорим. Теперь к управленческим поединкам. Что это за кейс? Как вы вообще к нему пришли? Что это дает с практической точки зрения и вам, и тем, кто этим занимается? Есть такое движение, управленческая борьба, такой вид спорта, если можно так его назвать. Он был разработан знаменитым социальным технологом, бизнес-тренером Владимиром Константиновичем Тарасовым в 1984-1985 году, когда, будучи топ-менеджером советского завода, ему поставили задачу подбирать персонал топ-уровня. И вот одной из технологий, которую он придумал, это был непосредственно управленческие поединки. То есть особая система, при котором можно было увидеть управленческие навыки будущего руководителя. На данном этапе, чтобы, вот, как говорится, не заморачиваться этими понятиями, можно просто так сказать. Управленческие поединки – это переговорные поединки. У нас в России целая есть федерация, даже она за пределы России уже охватывает. Президентом является Екатеринбургский один сильный очень переговорщик, а вот основателем Тарасов Владимир Константинович. Я являюсь председателем Татарстанского регионального отделения уже 2-й год, а увлечение управленческим поединками у меня пошло с 2014 года. Вообще я вам так скажу, что навык переговоров, он нужен от мала до велика. И мы начинаем вести переговорные навыки, переговоры и управленческую борьбу чуть ли не с самого рождения. Даже между мамой и папой, да, родители, между сестренкой, даже между котом и собакой все равно управленческие поединки проходят. Вот, поэтому всем нужно. Я уже с 2019 года профессионально этим занимаюсь, я могу так сказать, даже топ-менеджмент высокого уровня и то нуждается в отшлифовке управленческих своих навыков, именно переговорных навыков. Потому что проводил очень много тренингов для бизнесменов, чиновников было такое, ездил по России, учился очень много этому. И вижу, что даже успешный предприниматель, ему уже тоже необходимо оттачивать вот эти непосредственно навыки управленческого поединка. При том, что мы как региональная федерация имеем официальную возможность проводить отборочные соревнования. Кстати, в апреле месяце, в конце апреля, мы проведем чемпионат Татарстана по управленческим поединкам. Недавно ездили на чемпионат России, у нас было представлено 4 спортсмена. Конечно, не смогли в финал выйти, потому что мы молодая федерация, наши управленцы имеет хотя хороший опыт, но как спортсмены в управленческой борьбе еще достаточно свежий. Но получили колоссальный опыт, и мы поняли, что потенциал в Татарстане как
людей, у которых переговорные навыки высокого уровня, очень большой. Поэтому тренируйтесь, учитесь, читайте книги, оттачивайте. Я уточню, а спортсмены по управленческим поединкам, это какие-то вот прям спортсмены или это просто сами управленцы, бизнесмены, предприниматели? Да. Спортсмен, так как я уж порядка 10 лет в спорте, начиная там автодром Казан-Ринг, ММА бои, сегодня тоже вот можно будет озвучить, это все-таки, если соревнование, любой участник является спортсменом. Но при этом это и чиновники туда могут входить, там и студенты, у нас вот студент один участвовал, и предприниматель, бизнесмен, там разношерстный народ. В большинстве своем это очень высокообразованные люди, которые занимаются управлением. В большинстве своем действительно это управленцы. А что это дает им в практическом плане? Я понимаю, что это усиление их как переговорщиков, но если это предприниматели, это значит, соответственно, там более выгодные сделки, да? Да, смотрите, есть такая притча про боевого петуха. Я сейчас не буду, конечно, его полностью озвучить, он достаточно длинный. Он описан в книге как раз «Искусство управленческой борьбы», автором которой является Владимир Константинович Тарасов. И там 4-я стадия, самая высокая стадия, и он аналогии проводит с управленческим навыком. Когда вы управляете не взглядом, одной фразой. Чем больше суеты, чем меньше качество управления. Поэтому управленец должен управлять фактически 2-3 словами. Должен настолько эффективно вести переговоры, что, вот, знаете, как вот в китайских единоборствах, настоящие мастера, вот они, и все. Вот кто-то из них. А дилетанты, те, которые только пару месяцев там боевым единоборством занимаются, они там что-то, как в фильмах показывают, там долго, часами бьются. В управлении то же самое. Поэтому чем больше вы тренируетесь, чем лаконичнее вы доносите прямо саму суть. Прежде всего, управленческая борьба, как сам Тарасов говорит, как раз, чем тот, кто ведет управленческую борьбу, тот не ведет физическую борьбу. Поэтому чем выше у нас навык переговорных навыков, тем меньше конфликтов. Вот мы много говорим о нехватке кадров и подразумеваем всегда нехватки рабочих рук, светлых инженерных голов, но тем не менее управленцев-то качественных тоже не хватает. Как мы можем говорить о нехватке рабочих рук, если у нас в экономике, где не хватает качественных и талантливых, способных руководителей, организаторов производств, управленцев настоящих? Вы знаете, на этот вопрос, конечно, емко ответить сложно, потому что это очень многогранный вопрос. Но скажу так, любой, наверное, бизнесмен намного более высокого уровня, чем я, и управленец, может подкорректировать меня в этом вопросе. Но скажу так, что человек, который стремится ввысь, добиться чего-то высокого, он всегда будет заниматься самообразованием, прежде всего. И, конечно же, любой управленец – это человек, который является и психологом, и менеджером, и юристом, и человек, который хорошо разбирается в своей отрасли. Да, безусловно, имеет место быть, когда просто сверху сажают руководителя, и он управляет по-особому, да. Не могу судить, хорошо или плохо, но лучше всего, конечно, снизов. Есть даже такая притча, и тренинг у Тарасова «Хлеб и вода» называется, когда он рассказывает, что в Древнем Китае отбирали князей особым образом, но отбирали именно тех, которые родились в семьях уже княжеских. Потому что с самого раннего возраста ребенок видел, как надо правильно управлять за счет опыта родителей. Но бывают исключения, когда человек из абсолютно простой семьи за счет врожденных навыков, на это тоже, кстати, профайлинг отвечает, приобретал более высокий уровень управленческого искусства за счет большого опыта. Поэтому здесь в каждой отрасли, я думаю, своя особенность есть. Но вот меня окружает 90% предпринимателей, очень успешный предприниматель, чему я безумно рад и благодарен судьбе Всевышнего, что так сложилось. И могу сказать, что они постоянно учатся. Постоянно учатся. У них нету ни дня, так, чтобы они не обучались. Покупают и дорогие, дешевые тренинги, и обучаются у топ-менеджеров, и книги читают. И чем такое не занимается, я общаюсь с ними, понимаю, ты уже всего добился, у тебя все есть. Он говорит, знаешь, вот надо еще отточить. Надо вот эта стадия, 4-я стадия петуха, когда боевого петуха, там притчи, можете книги почитать потом, когда просто управление идет одним взглядом, одной фразой. Не так, что ты там совещание часами проводишь, болтология. В итоге полдня прошло в совещаниях. А где продуктивная работа непосредственно? Такого нет. Поэтому настоящий управленец, вот даже мне кто-то сказал в Сбербанке, если не ошибаюсь, пусть меня подправят коллеги из Сбербанка, что 80% времени топ-менеджер занимается обучением. И только 20% времени у них занимает непосредственно работа. Представляете принцип Парето, насколько эффективно у них управление, что 20% времени у них занимает непосредственно сама работа. Я могу ошибаться, но это передали мои друзья, которые работают в Сбербанке. Вот если вот так вкратце ответить. Дамир, как вы пришли к такому кейсу, как профайлинг? Вообще надо расшифровать, наверное, для наших зрителей это само понятие. Профайлинг – это… Профайлинг – это, простыми словами, считывание внутренних условий человека, его невербально-вербально, через вербально-невербально, там еще психолингвистика, многих внешних факторов, для того, чтобы спрогнозировать поведение человека.
А профайлинг в том виде, в котором он есть, сейчас представлен двумя, так скажем, столпами. Первое – это детекция лжи, безинструментальная как раз детекция лжи, где полиграф не нужен. За счет вот микромимики, невербалики, вегетативной системы. Да? И второе, где как раз я уже в большей степени специалист, потому что детекция лжи – это зона моего ближайшего развития. Хоть я разбираюсь в психологии лжи, но не настолько, чтобы там консультировать. А вот основное – это психопрофилирование. Считывание внутренних условий для того, чтобы спрогнозировать поведение человека. Очень многогранный инструмент, прежде всего, сейчас как раз очень плотно этим занимаюсь, отбором персонала. Создается воронка за счет кадровых агентств, через меня все проходят, я уже последнее слово говорю, подходит, не подходит. Подходит не с точки зрения хард-скиллов профессионально, а с точки зрения внутреннего устройства. Действительно ли его софт-скиллы, личностные качества подойдут для конкретной деятельности? Ну, представляете, жуткий интроверт. Можно ли его, например, в продаже? Ну, вряд ли. Хороший продажник – это хороший экстраверт с подвижной, сильной нервной системой. Если это интроверт, это, конечно, бухгалтерия, такие спокойные, где меньше контактов с людьми. Много, конечно, можно про это говорить. Я могу прям часами. Но это все делается на основе чего? Это наука, профайлинг? Это наука, это наука. Это совокупность различных систем. То есть профайлинг у нас в России представлен в большей степени системой 7 радикалов знаменитого психиатра, психолога Виктора Викторовича Пономаренко. Он целую книгу написал «Практическая характерология». Ее в открытом доступе можно почитать, посмотреть. Она у нас представлена таким образом. Профайлинг вообще выходит из 70-х годов, в том виде, в котором сейчас он есть. Две страны, так скажем, двух систем, американская и израильская. Одни говорят, что лучше всего считывается человек через слова, другие через невербалику. Мы же представлены в России, именно вот если профайлер в России сказать, то это в большей степени методика 7 радикалов, чем я, в принципе, практически профессионально уже владею, очень на высоком уровне. Хотя есть чему еще многому чему учиться, все мы эксперты являемся людьми пути. Вот. Но при этом сейчас очень высокие, хорошие показатели дает применение этой технологии в переговорах, и в семейной консультации, и в отборе персонала. И в личной эффективности, в частности. Люди приходят и говорят, а чем я буду заниматься? Я говорю, заниматься, да, чем угодно. Вопрос только два вопроса. Сколько времени ты на это потратишь для освоения этого навыка? Второй, сколько энергии на это потратишь? А бывает так называемое предназначение, когда вы занимаетесь тем делом, вот чем я сейчас занимаюсь. Если даже обратить внимание, я могу часами, сутками рассказать, я могу 15 часов работать в этой сфере, я не устану, я кайфую от этого, потому что это мое предназначение. Чем-то другим заниматься уже тяжело будет. И также любой человек. Дамир, вы в свое время занимались также и продвижением Ассоциации кулинаров Татарстана. Тоже вы упомянули, что вы имели отношение какое-то к Федерации ММА. Как в одном человеке уживаются вот такие, ну, на мой взгляд, очень разные интересы и увлечения? Я как говорю, татары любят покушать, и замутить драку и в нем не участвовать. Вот, это сабантуй называется. Вот, поэтому, как и все люди, любил покушать и, соответственно, с друзьями открыл. Ну, шутка, конечно. Благодаря универсиаде, где мы как раз занимались, нашей командой, я был директором компании, которая обслуживала Казань-арену, сейчас это Барс-арена, на эксклюзиве. Мы организовывали питание во время открытия и закрытия универсиады. Это была колоссальная нагрузка, сумасшедший опыт. Мы справились, Раис республики нам пожал руку, сказал, молодцы. Это был лучший комплимент для нас после такой нагрузки, огромной ответственности. Вот и с того момента я подружился с хорошими рестораторами, и мы подумали, что у нас кулинарная сфера достаточно хромает в плане именно поваров. Действительно нехватка. Мне, конечно, коллеги из ресторанного бизнеса подправят, если я не прав, но кулинария у нас очень хорошая, великолепная, но специалистов не хватает, потому что нету конкретных учебных заведений, хороших учебных. Есть, это 13-14 год, да, был? Да. Но сейчас же изменилось все. Сейчас не могу сказать, я одни и те же заведения хожу, мне безумно нравится, там все на высоком уровне, так чтобы вот оценить весь рынок кулинарии, ну, не зря мы считаемся чуть ли не кулинарным городом, кулинарной республикой, если так считать. Кулинария у нас прекрасная, но при этом я думаю, что нужно вот взращивать поваров вот прям чуть ли не со школьной скамьи. Необходим какой-то системный подход в этом вопросе. Поэтому на каком сейчас уровне, мне тяжело оценить. Да, ассоциацию кулинаров мы создавали очень прекрасные фуд-форумы, когда объединяли поваров, они прям соревнования, опять соревнования, видите, опять соревнования, мы там все кушали их, оценивали их, очень было прикольно, классно. Но в итоге, я сейчас не знаю, как с этой ассоциацией, потому что мой товарищ, президентом, которым являлся Дима Дьяков, он занимается также, продолжает ресторанным бизнесом. А вот увлечение ММА, это ММА, да. Боевые смешанные единоборства. Смешанные, да. Но это тоже связано как-то с личным опытом, с каким-то? Или это просто как-то судьба вас вывела? Ну, я очень увлеченный человек, и поэтому, если чем-то занимаюсь, только в том случае, если мне это очень нравится. Поэтому изначально, к чему я сейчас пришел, это вначале боль была,
потом хобби, а сейчас это профессия. Во время универсиады с помощью хороших дружеских отношений мы как-то познакомились с конкретными людьми и вот так раз думаю, давайте создадим федерацию. В тот момент, в 2012 году, основался Союз ММА России, во главе которого знаменитый чемпион мира Емельяненко Федор Владимирович. Ну, конечно. 12 или 11 год, если не ошибаюсь. И в 2013 году как раз собрались очень такие уважаемые люди, говорят, давайте создадим. И вот тут рядышком я оказался. И с того момента я понял, что вот мне нравится организовывать после автодрома Казан-Риг, понравилось организовывать бои ММА. Это официальный вид спорта. Его путают очень сильно с боями без правил, хотя мы, как официальная федерация, прям журналистов подправляли, публику подправляли. Я говорю, ребята, это журналисты в 90-х годах придумали это слово. Никакого прямого отношения к официальному виду спорта, как смешанное боевое единоборство, оно не имеет. Да, есть профессиональный, мы все знаем, UFC такой вид, да, лиги, где бьются наши российские чемпионы, в частности, да. Но мы официальный вид спорта. Мы от Минспорта шагали в этот момент. Конечно, официальные давали разряды, звания и так далее, так далее. Спортсмены. У нас порядка 1500 спортсменов было. И защищали честь Татарстана. Вы сказали 6, да, по-моему, видами спорта вы занимались? Да, у меня были студенческие годы. Я любил заниматься, как я повторяюсь. Одновременно было бокс, кикбоксинг, винчун, бассейн, акробатика, брейк-данс и чем-то еще, я не помню уже, чем-то занимался. Третий вид спорта какой? Винчун. Это разработка, это не разработка. На нем учился Брюс Ли. Брюс Ли начинал вид как единоборств, винчун. И потом разработал джит-кундо. Это лично его вид спорта. Джит-кундо. Путь опережающего кулака называется. Ну, студенческие годы мы по молодости все мужчины любим. Ну, Дамир, вы еще и спортивным автоспортом там как-то пересекались в свое время? Да, 2011 год по 2013 год был руководителем службы маркетинга, пиара и связи с общественностью и рекламы. Был в команде, первой команде, как раз автодром основался и попал вот в первый состав команды автодром Казан-Риг. Прям вот, как говорим, знаете, лучший асфальт в Татарстане — это на автодроме Казан-Риг и трава. Вот, а потом уже здание построили, и гонки начали организовывать. У нас это в тот момент была гордостью Татарстана, потому что он был самым лучшим автодромом России в тот момент. Потом Волоколамский открыли, там уже Формула-1, если не ошибаюсь, уже организовывали. Потом Грозный ринг появился в Грозном республике Чечня, Чеченской республики. Вот. Ну, я его покинул в 2013 году, поэтому как-то сейчас как это... Ну, Татарстан в этом отношении, конечно, один из самых... Да, вот, да. Что касается спортивных мероприятий, автогонок, и сама Казань стала просто красавицей. Игры будущего здесь у нас... Это просто, это колоссальное такое, чтобы я... Мы же вот как раз вы озвучивали, что являюсь одним из разработчиков компьютерной игры. Кстати. Я не тот айтишник, который сразу представляет, это такой разработчик. Я как геймдизайнер иду, разрабатываю такую общую концепцию игры, геймплей непосредственно, как это будет все это игра выглядеть. А вот уже настоящие разработчики, айтишники, там уже все остальное программируют. Игры будущего — это логическое стечение, наверное, современного развития общества. Без этого никак. Весь мир, компьютерные игры хорошие, есть и плохие. Вот в моем окружении есть люди, которые негативно к играм относятся. Я говорю, только те игры, которые действительно несут зло. Их огромное количество. Разработчики во всем мире преследуют одну цель — прибыль. Но есть очень хорошие разработчики, которые преследуют цель благую. Вот мы как раз как студия являемся той компанией, единственным, ну не единственным, уж нас мало таких, которые преследуют, естественно, не только прибыль, но и самое главное, чтобы игра была полезной. Поэтому здесь игра будет специально нацелена на то, чтобы обучить молодежь и детей переговорным навыкам. Почему мы хотим, вот мы татары видим, все время хотим как уникальный, единственный в мире. Вот, она действительно такой есть, потому что мы анализировали рынок, чтобы в игре вшито было в большей степени переговорных навыков, таких мало. В большей степени это боевка, это драки, какие-то ребусы и так далее. А здесь, вы смотрите, дети книги читают сейчас мало, они постоянно либо играют, либо смотрят телевизор. А вы представляете, когда все вместе объединить, и человек поиграет 2-3 месяца, и он такой думает, а где я научился общаться? В игрушке же, точно. И это и родителям хорошо, потому что игра благая. Там ничего харамного не будет, там все будет баракатно. Но при этом это будет веселая, полезная, интересная игрушка. Это наша мечта, мы ее думаем, что, дай бог, реализуем когда-нибудь. А с практической точки зрения это может быть полезно в плане становления отрасли? Вот много сейчас говорится о цифровых платформах, разработки отечественного производства. Мы можем рассчитывать, что это даст какой-то дополнительный стимул для развития? Не буду вдаваться в нашу большую политику
пусть это большие папы эти вопросы решают. Скажу так, что ситуация, которая сложилась с Россией пару лет назад, она позволила рынку освежиться и создать условия, при котором наши внутренние производители, предприниматели получили такой своего рода вакуум, где, вы знаете, вот пророк Иса сказал хорошую вещь: святое место пустым не бывает. Западные наши партнеры разбежались, и вакуум создавался. И предприниматель говорит: вот же рынок, давайте туда залезать. И начали действительно разрабатываться те аналоги западных платформ, разрабатываться те самые IT-продукты, которые мы все время пользовались западными, а теперь вот наши будут. Поэтому обратная сторона монеты всей этой ситуации, что сложилось вокруг России, это как раз-таки открытие новых рынков, открытие возможностей нашим внутренним разработчикам. Я не могу сейчас судить, получится ли в России разработать полные аналоги игровых платформ, но я думаю, что мы обязательно справимся, потому что у нас в команде есть один потрясающий разработчик, который ездил год назад, в прошлом году, во Францию обучаться. Там был съезд лучших айтишников мира. И вот когда он приехал, я у него задаю один вопрос. Я говорю: Тимур, реально российские разработчики классные? Он говорит: самые лучшие. Самые лучшие. Во Франции со всего мира собрались. И действительно, по многим факторам, говорят, российские разработчики, айтишники, вот самые лучшие, либо одни из самых лучших. Я такой: серьезно? Что? Он говорит: да, так и есть. А нас право слагать легенды. Поэтому здесь, я думаю, потенциал огромный, и мы обязательно справимся. Главное, чтобы вместе держаться, и власти поддерживают, и есть люди, которые жаждут этого. У нас в студии молодые ребята, 17 лет, парнишки пришел пару лет назад, школьник, он говорит: мне в школу надо, на занятия. И он нас разрабатывает. За год освоил геймдев, и сейчас показывает очень хорошие результаты. Потенциал колоссальный. Тем более у нас 21 школа есть, которая выпускает вот айтишников. Это при всем при том, что иногда говорят, что у нас пробелы в воспитании, в образовании, в математике, в физике. Получается, что потенциал на самом деле есть, и он выдает этот потенциал, результаты. Создай условия, человек обязательно найдет там применение. Вот, 100%. Вот этот вакуум, который образовался, он во благо пошел по многим секторам. Поэтому и вот то, что станкостроение тоже во благо. Да, кстати, вот вы занимались и этой отраслью. Да, имел гордость помогать нашей республике станкостроению в рамках проекта «Татпромстан». Был заместителем руководителя рабочей группы Ильдара Мухаммадовича Нуриева, руководителя компании «Пегас», где под указа Раиса республики и координация Минпромторга в лице Коробченко Олега Владимировича, мы вот как раз-таки в силу там внешних обстоятельств начали вот прорабатывать станкостроение. Не буду сейчас в цифры вдаваться, действительно закуп станков было огромное количество, лишь бы не у нас, но везде. Но сейчас вот все силы прикладываются. Спасибо Раису Республики Татарстан за то, что поддержит этот вопрос. Вот всеми силами, чтобы локализация была именно в Татарстане и в России, в частности, чтобы полный спектр был изготовления станков. На станках держится вся оборонка, на станках вся промышленность держится. Поэтому здесь станки — это прямо сердце промышленности. Вот моя гордость, что я вот маленькую лепту внес в этом проекте. Но есть какие-то узкие места? Специалистов не хватает по разработке, да? Да, специалистов. Вы знаете, вот на Западе, в Китае, если взять Китай или просто вот крупные развитые страны, там специалисты, чтобы воспитать, это годы. Но при этом воспитание хорошего супер-айтишника либо инженера, это идет со школьной скамьи. Так просто вот так вот, хоп, появился, но это невозможно. Вот просто так: давай больше инженеров. Нет, это огромный путь. Поэтому здесь вот со школьной скамьи. Конечно, сейчас, последние годы, я думаю, пусть меня подправят коллеги, возможно, я не прав, но все идет в положительном русле. Но раскачка, как говорится, еще годы, я думаю, да. Дамир, есть какой-то жизненный кредо, девиз, которым вы следуете по жизни? Есть. Два кредо, которые железобетонно придерживаюсь, которые уже многие годы. Первый это из одноименного фильма западного, уж не буду сейчас рекламировать. Да, я не люблю такие вещи. Там главный герой задает вопрос: а что будем делать дальше? И главный герой говорит: оставлять след в истории. Оставлять след в истории. И второе — максимально быть полезным обществу. Вот моя деятельность на сегодняшний момент и уже многие годы — это максимально быть полезным обществу, России, Татарстану и нашей умме. Будучи, альхамдулилля, мусульманином, я хочу быть полезным. Поэтому профайлинг, переговоры — это не извлечение прибыли. Это прежде всего так, чтобы у нас общество меньше конфликтовало и занималось своим делом. Молодежь, взрослые нашли себя, кем Всевышний
какие навыки заложил, так, чтобы максимально быть эффективным и счастливым. Чем я занимаюсь? Я счастливый человек. Я очень счастливый человек. Вот все, кто меня знает, я очень счастливый человек. Чем я сейчас занимаюсь, у меня очень хорошо получается. Это не мои слова, это слова тех людей, которые прошли через мои консультации. Я желаю всем тем, кто ищет себя, прийти к самому себе. Это называется дорога к себе, да, прийти к себе. Люди вокруг вас тоже такие же счастливые, как и вы? Стараются. Стараются. Не могу заглянуть им в душу, но по лицам вижу, что улыбаются, ходят, все нормально в этом плане. Дамир, вы все-таки и участник, член Ассоциации предпринимателей мусульман. Как вы считаете, что дает вам участие в этом союзе? И что это дает, наверное, и обществу в том числе? Полностью жизнь поменялась с того момента, когда я познакомился. Это действительно так. Я стал на 5-кратный намаз, я укрепил свою религиозную часть. И то развитие, которое получаю сейчас, и то окружение, которое у меня есть, это благодаря сообществу успешных, грамотных предпринимателей мусульман. Спасибо, Дамир, большое. Очень интересная беседа. Я надеюсь, еще увидимся. Обязательно, да. Спасибо. Рахмат.